Я продолжаю писать карту дня на 8 марта. Смотрим мы следующие 6 знаков. Это у меня будут весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи и рыбки в этом видео. Если вашего знака нет среди названных, тогда вам нужна первая часть. Под этим видео внизу вы найдете ссылочку на нее. А я смотрю дальше. Весы. Весы 8 марта. Так, пятница. Сразу же бабочка выпадает. Деловой разговор. Неприятность, к сожалению. Расческа. События в доме. Ну, события это 8 марта. Надежда. Надежда на то, что эта неприятность разрешится, я думаю, у вас будет. Исполнение желания. Успех нельзя. Корона. Это общение с каким-то влиятельным человеком. Как раз этот человек и исполнит ваши желания. Возможно, даже так. Кто-то состоятельный, успешный, влиятельный. И радость, смотрите, выпадает. Радость. Удачу здесь нельзя было соединить, потому что эта карта уже была зафиксирована. Так, ну смотрим, что здесь. Печаль нельзя. Ключик есть. А ключик показывает, что бы ни произошло, какая неприятность бы ни произошла, вы найдете выход. Вы сможете решить любую задачку. Так что не расстраивайтесь. Может быть, даже, смотрите, ключик рядом с вот этим влиятельным человеком. Обратиться к кому-то, и кто-то решит этот вопрос. Можно даже так. И здесь нет. В общем, получается, у вас выпадает деловой разговор, какое-то событие в семье, исполнение желания, общение с влиятельным человеком, надежда, открытые двери возможности, хорошее настроение и неприятность. Это вот одно негативное событие у вас выпало. Но опять же, имея ключик, я думаю, что вы с ним разберетесь, с этой неприятностью, с этой проблемкой. Вот такая история для вас, весы, на пятницу. Благодарю за внимание. Я перехожу к скорпионам. Сейчас посмотрим, что у скорпионов. Скорпиошки. 8 марта. Ой. Крутятся, вертятся. Активный будет день. 8 марта. Скорпионы. Покажите мне события дня. События дня у скорпионов. 8 марта. Надежда, подсвечник. Возлагаете большие надежды на этот день. Разлука, чемодан. Конфликт нельзя. Мешок с деньгами. Финансовые операции. Рыбу нельзя. Повезло. Плохие события не соединяются.
события в семье, в доме. В этот день у каждого знака выпадает или событие, или застолье, или гости. И якорь. Слушайте, у вас даже, знаете, что может быть? Какая-то поездка в пятницу. Вы можете утром выехать, чемодан, а вечером куда-то приехать. Якорь. Якорь — это прибытие, еще иногда карта показывает. Так, ладно. Смотрим. Значит, опять же, неприятность нельзя. Солнышко нельзя. Здесь нет. Машины тоже нельзя. Значит, получается 5 событий в этот день. Первое показывает, что у вас на этот день будут какие-то надежды. У вас может быть временная разлука, расставание с кем-то, с чемоданом куда-то будете отправляться, с рюкзачком. Могут быть финансовые операции. Это как поступления, так и траты. Будет событие в доме, в семье. Может быть, вы поедете на это событие. Или к вам приедут с чемоданами. Бывает, что к нам приезжают. И якорь показывает, что вечер вы где-то проведете в одном месте и будете вы там очень долго. 2, 3, 4, 5 часов на одном месте. Весь вечер. Вот такие события. В принципе, ничего плохого здесь не выпало, и слава богу. Потому что, видите, все плохие события, они перекрывались другими событиями. Как будто все время, знаете, как вы впереди какой-то неприятности. Вот так. Благодарю за внимание, Скорпионы. И перехожу к Стрельцам. Сейчас будем со Стрельцами разбираться. Стрельцы. Восьмое марта. Стрельцы. События дня. Пятница. У вас деловая встреча может быть в пятницу. Деловой разговор. Встреча с разговором. Ну, видимо, возможно, по телефону невозможно было обсудить этот вопрос. Нужна личная встреча. Конфликт, смотрите, предупреждение. Можете поругаться очень серьезно. Мечи — это прям такой скандал. Ожидание. Может быть, причина конфликта будет опоздание чье-то. Либо вы долго ждали, либо вас долго ждали. Но хотя корабль обычно показывает, что вы ждете. Может быть, вы будете долго ждать и будете из-за этого ругаться. Новости получите в этот день. И также шарики показывают хорошие новости. Это новости в электронном виде. Это когда у нас приходит смс-ка какая-то важная, письмо на почту. А шарики могут показывать хорошие новости, которые передаются устно. Но опять же, это могут быть и эти электронные новости, просто шарики показывают окраску, да, что они будут хорошие, позитивные, неплохие. Поэтому тут вот как оно проиграется, я вам точнее не скажу. Семейная жизнь, дети. Ну, здесь нельзя ничего соединить. Получается, у вас точно будет какая-то рабочая встреча, разговор или деловая. Может быть, дела какие-то будете решать. У вас будет конфликт ожидания, получение электронной новости, получение хороших новостей. И вы проведете время с семьей, с детьми в этот день. Так что такие события для вас. То есть вот это предупреждение. Постарайтесь избежать этого скандала. Потому что мы с вами для этого расклады делаем.
чтобы как раз скандалов, всяких неприятностей, обманов избегать. Благодарю за внимание. Перехожу к козерогам. Козероги. Козерожки, смотрим. События для вас. Сразу же прибыль. Бабах. Первое событие со знаком плюсик. Будет у вас доход 8 марта. Деловая встреча. Возможно, деловая встреча принесет вам доход. Бабочку нельзя. Успех, смотрите. Тоже лавровый венок показывает успех именно в делах, в работе. Успешно пройдет эта встреча, и вы останетесь в плюсе, так сказать. Решится вопрос, ножницы, на этой встрече. Любовь. Застолье. Бокал. На застолье будете вместе с любимым человеком. Можете, кстати, познакомиться, если вы один или одна. Если вы в этот день куда-то пойдете на какое-то застолье, на какое-то мероприятие, то вы там можете встретить свою любовь. Деньги. Выпадает еще мешок с деньгами. У вас выпал и сундук, и мешок. Так, смотрим, что здесь. Угу. К сожалению, есть какое-то разочарование, глубокая печаль, колодец. Кстати, заметила, вот смотрите, плохих событий нет, а печаль есть. И так у многих знаков, наверное, 4 или 5 знаков такая же история. События хорошие, но есть какая-то печаль. Что-то всех может расстроить. Не знаю, что это такое, как так проиграется. Угу. И здесь нет. Ну, смотрите, какие классные события. Прибыль приходит, встреча, на которой решаются дела, решаются очень успешно. Любовь, какое-то мероприятие с застольем. Деньги, ну, деньги могут показывать расходы, допустим, там на что-то. В любом случае, это не минус. И на тебе глубокая печаль, какие-то сильные переживания в этот день. Поэтому тут я не могу вам сказать, что это такое будет. Но это не будет связано с вами лично. Не будет. Потому что мне бы показали хоть какое-то бы негативное событие. А так нет. В общем, как говорится, поживем увидим. Что это такое, что может всех как-то массово расстроить. Что это может быть. Благодарю за внимание, козероги. Перехожу к водолеям. Водолеи. 8 марта, пятница. Водолеи, события дня. Покажите мне, что у водолеев будет. Деловой разговор. Конфликт. У вас, видите, предупреждения есть.
Цыпленок — это общение с семьей, с детьми. Будильник, время. Ну, тут еще второе событие могло быть якорь. Смотря вот что вы увидели, когда карту взяла. Якорь первый или будильник. Если якорь, это остановка надолго где-то в этот день. Если будильник, проблема со временем. Опять же, то же самое. Какая-то пауза, задержка. Как и якорь. Они где-то похожи по значению. Ссора, метла. Ссора, перерастающая в конфликт. Либо с кем-то ссора, а с кем-то прям скандал. Это может быть разные события. Так, ну и больше ничего не вижу. Получается, у вас здесь из 5 3 предупреждения. Первое событие показывало, что будет деловой разговор. И в этом разговоре как раз и может быть ссора или конфликт. Так что смотрите, постарайтесь не поругаться. Деловой разговор, общение с семьей, с детьми, какая-то проблема со временем в этот день будет. Постоянно вы будете или спешить, или наоборот долго ждать. Как будто бы не будете дружить со временем. И вот 2 предупреждения. Сильный скандал, война с кем-то и небольшая ссора тоже. Тут 2 варианта. Либо это разные события будут, либо ссора перерастет в войну. Так что все зависит от вас. Вы можете, в принципе, этих событий избежать, переживаний. Благодарю за внимание, водолеи. И перехожу я к рыбкам. Смотрим рыбы. Рыбы 8 марта. Восьмое марта, пятница, события дня. Надежда, первое событие. Подсвечник. Неприятность. Расческа. Книга, посещение госучреждения или какой-то контакт, звонок туда может быть. Не обязательно идти, может, к вам могут прийти из госучреждения, может быть, там проверять там счетчики, еще что-то. Конверт получения. Вы можете что-то получать в этот день. Верность. Месяц. События, которые повторяются каждый месяц. Возможно, вы каждый месяц связаны с госучреждением. Что вы там делаете? Еще и змея. Контакт со змеей. Кто-то пытается съязвить, ужалить, сказать что-то неприятное, подколоть вас при получении. Вот смотрите, в казенном доме вы пытаетесь получить какую-то справку, документ и попадаете на змею. Каждый месяц, может быть, вы ходите, а в этот раз попали на змею. Ну, бывает иногда. Так, смотрим дальше. Значит, здесь нет, нет. Нет, нет и нет совпадений. Получается 7 событий, из которых первое показывает, что у вас есть надежды на этот день, вы надеетесь что-то получить или сделать. У вас посещение, контакт с госучреждением, события, которые повторяются каждый месяц, получение, неприятное общение, неприятность. Видите, выпала неприятность. Может быть, это она и есть, вот эта змея. И гармоничные отношения в паре. В паре зато все хорошо. Так что вот такая информация для вас, рыбки. С предупреждением, что вот может быть у вас такой неприятный контакт.
в пятницу. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.